1918 года мой дед Иван Андреевич Оплеснин был призван в Красную армию и отправлен на Северный фронт, на Северную Двину. В составе Вашко-Мезенского полка он сражался с английскими интервентами. Равняйсь! Смирно! Уважаемые Владимир Оплеснин и Николай Гелий Николаевич Оплеснин. Да. Память о Вашко-Мезенском полке построены сегодняшние качели. В этом полку, мы знаем, служил ваш дед Иван Андреевич Оплеснин. и его родной дядя. Да. И, в общем, мы посвящаем строительство вот этих вот качелей памяти того полка, памяти вашего деда. Значит, низкий вам поклон за то, что мы вообще вот покатались, построили такие качели, то, что мы помним, благодаря тем событиям, которые прошли. Спасибо вам большое. Не забыли? Историческая справка. Архивная справка из Национального архива Республики Коми. Оплеснин Иван Андреевич, 1899 года рождения, Коми, уроженец села Выльгард, Сагдыгинского района, участник Великой Октябрьской социалистической республики, гражданского, член КПСС. Так, с 19 по 22 год служил в Вашко-Мезенском полку 36-й маршевой роте 54-й стрелковой дивизии 6-й Красной армии в качестве рядового стрелка. Рота участвовала в боях на Северной Двине с английскими интервентами, где товарищ Оплеснин получил ранение. Штыковое ранение. Да, штыковое ранение в одном из боев. В результате боев на Северной Двине летом 19 года нашими вооруженными силами, нашими красноармейцами было убито 700 английских солдат и 100 английских офицеров. Уничтожены 2 монитора и 2 тральщика, ну и другая, как сказать, техника помельче. К сожалению, что мы не знаем имен тех бойцов, красноармейцев, Коми, которые погибли в этих боях. Но их погибло, наверное, очень много. Мы знаем, что из Выльгарта, из Сысольского был призыв именно в этот полк. Ну, почтим память минутой молчания. Ну, так. И фотография. Так, осталась фотография вашего деда. Еще раз назовите. Оплеснин Иван Андреевич. Иван Андреевич. Уроженец? Уроженец деревни Дав, села Выльгард. Под эгидой Федерации борьбы дзюдо и самбо Сагдыгинского района президент Федерации Щербаков Руслан Валерьевич. Мы хотим просто-напросто делать веселый досуг для наших воспитанников, спортсменов, для того, чтобы как-то, чтобы родители и дети участвовали в общественной жизни, кроме того, что мы занимаемся спортом, чтобы какой-то был навык коллективизма. Так, школьники тоже будут, да, к вам? Да, конечно. Могу вам представить ведущего тренера по дзюдо Магомеда Зайнал-Абидовича. Как? Магомедов Зайнал-Абидович Магомед. Так. Но он является ведущим тренером среди детей в нашей республике. Он тоже, в общем-то, из наших спортсменов Сагдыгинского района, когда выступает, он возит нашу команду вместе со своими детьми. Ну, то есть он получается, что лидер сборной республики по дзюдо. Мастер спорта Советского Союза.